второй половине прошлого столетия царское правительство наиболее активно начинает осваивать территорию Дальнего Востока. Причины этого проникновения объяснялись интересами бурно развивающегося русского капитализма. По мере постройки Забайкальской и Уссурийской железных дорог неизбежно вставал вопрос об их соединении. Именно тогда и возникла мысль о постройке соединительной дороги в более южном направлении, через Северную Маньчжурию. Такая дорога, во-первых, сокращала бы длину пути более чем на 600 километров, и, во-вторых, проходя по более ровной местности, обошлась бы значительно дешевле. В мае 1896 года обреченный полномочиями маньчжурского правительства имперский канцлер Ли Хуанг Чанг и министр финансов царского правительства Витте подписали в Москве российско-китайский договор о союзе и постройке китайско-восточной железной дороги. Улуяннар суолларынан берибит анал сакалы тахарытыр бүгүн. Бый саңатыгар бибрыйык пытафтара онна салаячыта. Илдаркан сүбехте Георгий Дмитриевич Никонов Кабаровской крайынан. Онна Кытай Народный Республикатыр Амур Паркостоватын онна Кытай илинге темир солун историяларын чинчия баралдибытын туунан кепсияқпыт. Бу туһунан сихили Георгий Дмитриевичтен бәйдеттен кепсийлер көрдөстүбүт. Күнді көрәтшілер сұтырта аты бұл мұсыстары егер Қабаровскайнан, оны Қытай Народный Республикатығар баран кәлі бит. Бұл манна бастатан тұрын Қабаровскай қораққа материал хумуян темир суол, Дальневосточный темир суол управление терсілден кәпсеті болла. Ол онна Демьянко Владимир Викторович албиятчы, халаятчы управление кейіні көрсен. Бұл темир суол историятын туғынан, темир суол хайда-хайдықтағын туғынан Дальний Востокқа кендар көрілерін туғынан кәпсәті. Бұл Харбин қораққа үліләті бет, Харбин қораққа бастатан тұран бұл Дуден. Қытай тағарыспыты көрісті бет, кені білеген бұл Заленда Махедиян ұлыған сақа серен темир суолларын проега утарат төттен Қытай төттен үліқта партнерін күтті көрсен кәпсәтті бет, кені бәйтін Үлетін бұланырын тұғынан, оны хайдақ дальше бере сақсырын көттілерін тұғынан Кавказды кәпсәвіті текратық интервью олан әме бүгін көрдір еқпет. Добрый вечер, господин Дун. 晚上好，董先生。 Мы бы хотели узнать про ситуацию строительства пограничного перехода Махе-Джалинда, Россия, китайская сторона. Сейчас она в Якутии очень много обсуждается. 黑龙江德硕实业公司的董事长董永兵。Меня зовут Дон Юнбин, представляю председателем Совета директоров Хэнаньская торгово-промышленная компания Дешо. Как вы пришли, когда вы первый раз узнали про этот проект? 我是从2017年就开始介入这个项目。В 2017 году уже начинали рассмотреть этот проект. И сейчас уже работы начались в прошлом году, да? 对，从这个疫情结束之后，这个项目从联国政府的这个现在支持，从地方政府的支持，现在走入了快车道。После снятия ограничения эпидемии, обе страны старались ускорить этот проект, и сверху правительство тоже начали теснее связаться. И сейчас этот проект довольно быстро ходит. Какие контакты у вас были с российской стороной? Какие контакты были с российской стороной? 就这个项目现在就是有雅库特铁路公司，还有现在有一个民营企业吧。 叫斯大卫集团嘛，现在我们已经达成共识，合作在推进这个项目。Мы вели переговоры с компанией ЖТЯ и логистическая компания Starway. Мы вместе сейчас продвигаем этот проект. Каким вы видите этот проект? 现在中方对这个项目也从地方政府、各级政府对这个项目也比较支持。Правительство с китайской стороны очень приложили большие усилия именно к этому проекту. И
от всех уровней поддерживает данный проект. Какие товары вы ожидаете, что будут идти и в российскую сторону, и в китайскую сторону? 现在货物方面就是雅库的资源，比如煤炭啊、木材啊、铁矿石之类的。中国现在出口的轻工业啊、蔬菜啊、工程机械啊、汽车之类的。С китайской стороны будем импортировать угля от вас, от Якутии, лесопродукты и еще железнорудные товары. А с китайской стороны поставка будет на экспорт овощи, фрукты и все оборудование, техники всякие и машины. Темирсол история университета с биохабельдерным китайско-восточной железной дорогой динаттах сол тутутын история тигар аналлах музейге сырджан үлләтебит бу музей урукко карбинга нучча театрын жетигер турар бу жебетин история темесурдах интересный историю көрдөрдүлөр манна Шаляпин Вертинская годуг артисттар иш революционина дягла балета сырджанын күләбит улхан сыналарыгар барын көрдөрдүлөр оны тагынан бу сол улхан бу сол талаган кытайга оны бу 1905 жылда сериге Россия Японияга кайтаран ол темир солу бу 4-5 жылгы Япония алайыргар берен турар он 4-5 жылдан 12 жылгы Колбауктах Советский Союз онна Кытай Народный Республиката бийге алай битимир соллары болар. Он 12 жыллаха битимир солу Кытай Народный Республикатыгар Советский Союз берен онна белектен турар. Ол туһунан бу үддәх чугай музей баргар хырджан онны экскурсияттан Кавказсамия репортаж көрдөр яқпыт. Онта бейсаны бут бу энни көттүгер бу сырылардан көтөр беттимир сол пароходстволарын историяларын Дальний Восток өрүштерин бардын кенен темир солун бардын кенен муньян Дальний Востокка темир сол историятын мунна өрүш пароходстволарын историятын аңарар булан акпытыгер материал хомойду тет яқпыт магар. Это старое фото мостов китайской восточной железной дороги. Это когда японцы руководили. Это первый начальник северо-восточного Китая. Это начало стройки железной дороги именно около реки начиналось. Сунгари. Сунгари. 正因此，他收获了众多粉丝。 Сказали, что это тоннель Синган, вот тогда было самое трудное место, где надо строить железные дороги. Техническая проблема была. В 1959 году они разрушили, и вот мы недавно перестроили, но форма тоже так же осталась. Дизайн был старый. Мусустадагы беребитигер беге аспыт ыйдарга олоньойттан кулун тутаргытлы болбут дугуйдан мена курап эмекентен сеймчаңырлы атынан аятнабытын тухунан кылгасты көддөрөкпүт мулхан элбах материал хамылынны би оператор бит материал канат бахаттан тагырлы икки буха балака гана хаджан тебистен аянхан келле бухамулу материалынан билден турар улахан кино махулуга ден бу сириттен бастыкы көрдөрүбүт магадан сакаларын тугунан бастыкы кино бит тагыста манутта 5 ай битигер бар документальный кино бит күстах интервью татты эрдагал бах откликтер улата бу кино тугунан бейрин саналарын жоннор суруйдулар анан бу киноттен бу тардыны көрөгүтө көрдө
20-е годы территория Ягодинского района, да и всей Магаданской области, это была Якутия, как вам известно. Ну и, соответственно, тут якутские населенные пункты были, и в основном названия рек и поселков якутские. Ну, вообще-то, если вспомнить историю, то в середине 19 века вот в Симчан пришли первые якуты, жители Аймикона, пришли сюда, в долину Симчана, здесь поселились. Ну, а потом вот уже они были тут и проводниками первых геологов, и расселились здесь, и остались какие-то далекие еще родственные связи. И даже Симчан, это, он расположен так называемой, по карте есть Симчано-Буэндинская впадина. Здесь уникальный свой климат. Это между реками, правым притоком Буэнда и левый приток Колымы Симчан. Эта территория, она очень характерна. Ну, здесь все растет. Называется Симчанки, называют как Колымский Крым. Якуты, которые пришли к нам сюда, они почему-то называются не почему-то, а мы уже знаем сейчас, почему они называются ессейскими. Это не ессейские якуты. Они шли из Аймяконского района тоже в поисках пастбищ для своих животных, для лошадей и для коров. Они занимались скотоводством. Вот. Жили они здесь, пришли с Аймяконского района в основном. Расселялись они вблизи озер и небольших рек, там, где были хорошие условия для ведения своего хозяйства. Значит, строили, они жили оседло. Значит, оленей тоже имели, небольшое количество оленей имели. Но в основном лошади и коровы, потому что какой якут, он не якут, если у него нет лошади. Вот. Занимались скотоводством. Сахалар, есть такие люди у нас. Ну, нет, якутов у нас, в принципе, много, но у нас получается, что они же... все обрусевшие? Да, обрусевшие. Конечно, на якутском языке никто не говорит. Вот тогда мы с Кристинкой последние люди остались, которые еще понимают, а все остальные вообще ничего не понимают. Стариков уже нету. Да, стариков Я нету. самая, наверное, старая. 82 года. Да, так что вот такие мы. Так. Ну, еще... Родители долгожители были с Аймякона, с Самтора. Мама и отец, они выходцы давно, в 26-м году вышли они из Аймякона. Жили в Аян-Уряхе, наполовину по-русски, по-якутски разговаривали. Ага. И как они добирались с Балагычана? Вы не слышали? Аратук, поселок Аратук. Аратук. Нет, Аратук. В Тинкинском районе. Тинкин, да. Тинкинском. Там почти население все было якутское. Якутское. Да. А потом расселили. Поселок, да, остался. Поселок все заглохло, все. Разъехались и все поумирали, да. И также у нас вот село Колымское, вот рядышком, когда мимо проезжали, помните, да, там дома такие все это разрушенные. Это тоже раньше было якутским селом, там столько много якутов было. Там Тоже... раньше был председатель совхоза Протопопов Семен Дмитриевич, да, он сам якут был, но очень сильный такой, грамотный мужик. Он поднял этот совхоз, это овощеводское, как его, КРС и овощеводство было там у них. Ну, в общем, это очень... Не-не-не, это совхоз Среднеканский был. А совхоз Симчан у нас был на Верхнем Симчане. Да. Там в основном у них было растениеводство, огурцы, помидоры и прочее. А вот на Колымском у них в основном держали этих коров дойных. Ну и потом вот с этой перестройкой все у нас поникло. И вы видите, даже поселок потом разморозили. И все люди, которые там были, они все разъехались. Основная масса переехала, конечно, сюда. А основная масса уехала. Кто на материк уехали, а кто переехали на Сокол, да, по-моему, основной? Да, в основном на Сокол. Да. Кто куда уехал? Ну, так, у нас район народу немного. 2000 с небольшим человек, 2000. У нас есть Верхний Симчан и Симчан. Было 3 совхоза, 2 молочно-животноводческого и
овощеводческого. Это Среднеканский совхоз, вот здесь был Симчан, на Верхнем Симчане был совхоз Ордена Трудового Красного Знамени, совхоз Симчан. С 1935 года там он был. Там капуста, картошка, да все в открытом грунте растет свекла и так далее. И было несколько тысяч крупного рогатого скота. Ну и здесь то же самое. Первые якуты сюда переехали, вот на это место, так называемое у нас агробаза. Вот. Впоследствии часть якутов переселилась вот недалеко отсюда, где-то километра 3. Это село Колымское сейчас. Вот. Раньше оно называлось Якутское. Вот. Они переселились туда и здесь жили. Там также у нас на территории Среднеканского района проживают и вены, и юкагиры, чукчи. Вот. И вены у нас проживали на Рассохе, вот. Юкагиры на Каркадоне. Вот. И потихоньку сюда переселялись с приходом советской власти. Сегодняшний день наших эвенов, юкагиров и якутов. К сожалению, все они утратили свой язык в основном. Старшее поколение еще как-то что-то помнит и что-то может говорить, но молодые уже не говорят, уже не помнят. И самое главное, самое плохое то, что некому их научить. Нет речевой практики, то есть, чтобы научиться языку, социум должен быть определенный. Этого социума, который общается именно на таком языке, практически не осталось. Старики уходят, молодым изучать язык негде. Есть люди, которые говорят на родном якутском языке? Практически нету. Ну, старики поумирали, не с кем разговаривать уже. И получается, нет, уже утрачена культура, язык. А с кем? Как бы папа с мамой разговаривали, но уже то прошло время. Как бы, ну, да, разговаривали родители, но мы уже нет. Они плохенько говорили, потому что у нас очень мало было, как бы 100 человек, наверное, якутов или 150. Ну, уже как бы получили семьи смешанные, как бы совместно с русскими, с украинцами, с другими национальностями. И получается, уже как бы дети помесь пошли, и это все было уже утрачено. Да, у нас поселок-то якутский был. И по-якутски мы говорили, но со временем-то забывается все. И забывается, и вообще не с кем говорить. Вон они не говорят, что сын, что дочь. Так вот, а так понимаем мы. Но якутский язык совершенно разный. У нас вообще не такой, как... По-якутски вы еще не дома? По-якутски скажи. А что я скажу? Ну, про себя расскажи, откуда ты родом. Как-то не связывается вот это вот. Якутская речь, но все равно. Якутов было? Ну, где-то около 300, наверное, было. Сколько семей было. В общем, я не знаю. В 1972 году мы были с мамой в Тамторе, вот. В Аймякон приезжали мы. Там у нее было 3 сестры. Может быть, кто-то остался там. Скорбыкины, Винокуровы были. Бабушка Сивцева, Татьяна Константиновна. Да? Не Сивцева, Винокурова она была. Татьяна Константиновна, Прасковья Константиновна. Не понял. Вот Дугуйдан, который вот с лошадьми, он же Дугуйдан родственник нам, сразу говорю. У него наша баба Дарья, вот бабу Дарью знаешь, да? Вот у нее куча сестер, и одна из сестер, в общем, он является внуком или кто он там, нашим, бабушки нашей, Дарьи. Мне вчера вот прислали с Якутска девчонки эти с Тамторы, и они мне вот такое послание написали, что вот Дугуйдан является нашим родственником.
Был Винокуров в Волгогчане, тоже выходец из Аймекона? Из Аймекона. И там, может быть, мы, кстати, родственники. Вот, видишь? Какие-то. Я же говорю, через бабушку дарили, или через дедушку. Через дедушку, наверное. Через дедушку, да. Но в основном тут люди, вот, которые семчане, мы которые это- жили в Болгачане, через дедушку в основном. Режиссер, оператор Дмитрий Никонов Магадан сақаларын тұғынан ұстыбы документальный кинетин сейли бейгі проект интернет сайттан болан көрі күтінсеп. Онтан білген ұлы ояннар суоллары проект әрәлләқ партнера тааттаптыдыр акционерный общество тұғынан кәпсәметін салқыбыд. Өте күннен мен Қариданы бігөрі үшеммен тааттаптыдырға главный инженерінің үлібен. Бұл бе 90 үй 5 күнінтен таққан ремонтым бұд. Онна олуны 14 күнігер объекті бітер таққан қар арасынан сағалан үлібетін ағалауы бұд. Білген осы 16 техник, 16 самосвал, 4 бульдозер, 3 погрузчик, 4 эскаватор күннеті үлілейін жалылар. Бе ете олба бұлын қайысқанын үлілейін жауыд. Білем бұлана безопасные, качественные автомобильные дороги ден программа чечетінен хүббе 2 километр 600 метрден 32 километр 600 тоңғылы дейікті ақпет. Өте барда 10 километр ұғыннақ, менне 19 тұрбалақ, бүйінті өттейінче көп бор үлеті бар. Дорожное покрытиета шөбенішні-песчаный гравийная смесьтен оңылар. 15 сантиметр қалынақ болуқтақ. Үлебі тәтәңге бара тұрар, бұл жағы күннері тұтуған күшкілілейін жабыд, күні түйіне асыбаққа. Трақтада бұтар 2 сменанан үлебет, масына бұтығар 5 сменанан үлебет. Осая бригада бүйін 2 кей күннеті үлелейін жар. Нотанын антон көмілер қачер участок әме үлетін тұқтып бот. Мен атым Охотин Андрей, мен тааттафтындорга механиканы үлелейбін. Бейға бұлырын үддән тағарала ақыл бұл бұта, елдері ақыл Болгевичинскайттан асфальты бетонный заводыл бұл бұд, гандата 10 тонна час. Бұлырын монтажта метр біппет, онына үдәш өйдік үлелі біппет. Оныттон әлбәқ техникал бұппыт, ресайклер бұппыт, 2 котока бұппыт, бибит планы грунтовой, бибит асфальтовой. Онына сама погрузчика бұппыт, 2 автосамосвал бұппыт, шакман, онына тягачыл бұппыт. Автогрейдер, онына МТЗ трактор бұппыт. Онында әлбәқ. Поставщиктар бұд бары әрәлләқ поставщиктар уже уанта тақағыл үләлейбет. Оныттан бұйыл онықжа тағарылағыл болу ден әрінәбін. Оныттан сөда әлбәқ техникалық бұд. Улу ояннар суолларынан біраяк әрәлләқ партнера тааттаптадор акционерный общество тігер үлетігер қамнағыр улахан сетейлері бағарым тұран артық күт арылынның сол күт табылынның ден алқы қалабыд.